BTS. Are you ready for this? 1, 2, 3. Let's go. 아리랑 나라리요. 아리랑 고개로 넘어간다. 나를 버리고 가시는 님은 십리도 못 가서 발병난다. 아리랑 아라리요. 아리랑 고개로 넘어간다. 아리아리랑 Учащиеся высшей школы музыки вернулись из Кореи, где выступали с концертами по приглашению мэра города Йонволь. Всего в делегации из высшей школы музыки было 12 ребят, и 2 из них сегодня у нас в студии. Дорогие зрители, разрешите вам представить их. Это Савинова Айлия, студентка 2-го курса кафедры духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, лауреат международных конкурсов. Также Савинов Айлан, ученик 9 класса отделения оркестровых струнных инструментов Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, также лауреат международных конкурсов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про поездку. Я знаю, что вас пригласил, как я уже сказал, мэр города Йонволь, но вы выступали в 2 городах, да? Да. Ну, во-первых, поездка длилась в течение 7 дней, ровно неделю. Это с 11 по 18 августа. И это вообще поездка состоялась именно по приглашению мэра города Йонволь Пак Сангю и президента компании IMCA Чо Инчин. Так, хорошо, это первая для вас поездка была? Для моей сестры первая, а для меня вторая, потому что такая же поездка была в том году, в прошлом. И как в этом году мы выехали из школы, нас было 12. 12 участников и 2 руководителя. Это Анна Николаевна Нагнарутова и Румянцева Светлана Иннокентьевна. Поездка прошла в рамках, наверное, вас позвали в рамках какого-то форума, да? Это вообще проект именно международного масштаба. Наш проректор по международным связям и маэстро, мировой дирижер Нутичол, он создал проект Нутичол and Friends. Нутичол, кстати, был у нас в эфире. Да. Ну, кстати, вы уже не сможете ему передать привет, потому что если он снова вернется, либо вы к нему в Корее приедете. Вы, вернее, к нам в эфир пришли не с пустыми руками, вы принесли фотографии. Вижу, что здесь на смартфоне какое-то видео на подгрузке стоит. Да, это слайд-шоу. Это слайд-шоу, фотографии. понял.
Хорошо, а фотографии откуда у нас? Это с самой поездки есть? Да, из самой поездки, получается, в Южной Корее, ну, нас очень ждали и подготовились, напечатали огромное количество программ, афиш, вот, именно с нашими вот, фотографиями, это было очень приятно. А в конце концерта нам вот президент подарил такие фотографии на память. Это всего нас там, наша группа из 12 детей, стоим вот с мэром Пак Сон Гю после концерта, а это наш дирижер Матычев. Это журнал «Журфикс». Я знаю, что в Корее очень много известных поп-звезд, которые по всему миру, кей-поп. Да, кей-поп. Но также в Корее очень развита классическая музыка. Вам удалось встретиться со звездами именно от мира классической музыки? Может быть, с вами вернее, смогли с ними поиграть еще? Ну в том году, да, был очень известный саксофонист именно в Корее, в музыке. И я с ним довольно часто играл на концертах вместе. И в этом концерте мы его тоже встретили. Вообще, Южная Корея вся пропитана классической музыкой, оказывается. Больше это нас удивило, потому что мы ожидали вот именно кей-поп и разные эстраду, дорамы там, но все оказывается совсем иначе. Культура, она очень глубокая. Во-первых, роль классической музыки начинается, оказывается, с детсадовских периодов, то есть детей уже обучают всех классической музыке, во всех общеобразовательных школах есть свои оркестры. Это то, к чему стремится как раз и наша страна, наша республика. То есть каждый студент, обычный школьник умеет играть уже на каком-то инструменте, на фортепиано уже точно. В молодежном центре нас встретили очень тепло. Директор молодежного центра UMCA, это Квак Джисук. Очень приятная женщина, и мы все 12 детей считали ее корейской мамой нашей, которая она говорит, это наши дети новые. И вот именно в молодежном центре нас встретили студенты, обычные школьники, и они начали концерт. Все играют на музыкальных инструментах, на фортепиано они играют этюд Шопена. Понял. И большое спасибо, что встретили это утро вместе с нами, подарили нам такое замечательное настроение с помощью музыкальных инструментов.